После прочтения ваших комментариев я решил, что завершу чтение этого письма одной частью. Моей целью является то, чтобы показать вам настроение и мнение добровольцев, которые пришли на помощь Украине. Такие бойцы готовы отдать и отдают свои жизни в борьбе против российских оккупантов. Это герои Украины. Итак, продолжение письма украинского воина-добровольца. Ведь Луценко, Аваков и прочие Венедиктовы, Бакановы – это же в чистом виде воплощение несправедливости. Дальше больше. Война уже длится 7 лет, а в стране нет героев, то есть нет от слова совсем. Ни одного героя-солдата и офицера, которых бы знала вся страна. Ни одного Гастелла или Рокоссовского. Думаете, их не было? Были и были сотни, если не тысячи тех, кем сегодня смогла бы гордиться страна. Но Порошенко и вся эта олигархическая, теперь уже зеленая банда боится героев. Все эти олигархические СМИ так плотно информационно бинтовали войну, что, отъезжая от линии фронта на 100 километров после 2015 года, ты мог услышать вполне резонный вопрос: а что, там еще воюют? Турчинов и Порошенко оправдывали это тем, что, мол, мы не будем негативно грузить народ, а то он устанет от войны. Кто-нибудь видел уставшего от войны израильтянина? Они 50 лет точно воюют. Но там есть герои, и там стыдно уставать от войны. А чем украинцы хуже? На самом деле плевать хотели они все на эту усталость, как я понял потом. Они до смерти боялись этих героев, потому как был велик риск того, что эти герои окажутся в Кнессете, там-то и сидят герои войн промышленных объемов. В Верховной Раде, где героев войны меньше, чем было пальцев на руке у Ельцина. Ведь патриоты-украинцы, любящие свою страну, могут отказаться принимать законы, грабящие свой народ в пользу олигархов. Или пошлют подальше, вместо голосования за прокурора Луценко, а изменников родины Енина, Авакова и прочих Медведчуков с Бойко вообще посадят с новым нормальным прокурором на одну скамью подсудимых. Кто тогда, скажете, станет продолжением рук Петра Алексеевича? Кто будет господин, что изволите у Зеленского? Воистину, это удивительно, что в стране нет ни одного политика, который за народ и государство. Они все без исключения за свой карман и ради этого кармана готовы на все. Возможно, что украинцам стоило бы вспомнить бесценный опыт своих предков и пригласить княжить, технически управлять своей страной, варяга. Пусть он будет американцем, англичанином, евреем, но человеком грамотным, здравомыслящим, с моралью и честью. А президентом с номинальными полномочиями, как в Германии, избрать хоть артиста из балагана. Тем более опыт избрания такого рода фигур у украинцев имеется в наличии. Украинцы, поймите, что, как и в 1941 году, вы сражаетесь с врагом, который абсолютно такой же, как фюрер, и его идеология мало чем отличается от той. Россия и ее власть вас не считает за людей. Вы для них хохлы, фашисты, нелюди, и вас будут уничтожать. Если вы проиграете войну, вас ждут новые Дахау, Освенцимы и уже созданные в Донецке изоляции. Миллионы будут уничтожены, чтобы не осталось ничего, кроме русского мира. Они убьют ваш язык, культуру, и вас, как народ, ликвидируют, потому что вы для них лютый враг, гораздо более ими ненавидимый, чем чеченцы. И ваша главная, единственная вина в том, что вы существуете. Поверьте, я знаю, о чем говорю, и весьма мягок в формулировках. Ваши освобожденные пленные, ваши заключенные изоляции могут вам рассказать все это гораздо жестче. А теперь о самом главном, об измене и предательстве. Ваша власть в лице Зеленского, Авакова, Ермака и прочих национал-предателей приняла решение отдать России на расправу чеченских и ингушских солдат и офицеров добровольческого батальона имени шейха Мансура. Их внесли вместе с ДНРовцами, ЛНРовцами и кавказским криминалом в один санкционный список. Во время своей последней пресс-конференции президент Зеленский заявил, что на заседаниях РНБО при принятии решения о санкциях
Они внимательно вдаются во все детали, прежде чем принять решение. В этом случае они не просто вдались, но постарались унизить воинов, сражавшихся за Украину, поставив в один список со всяким сепарским сбродом и криминалом. Больший цинизм себе даже представить сложно. Отвратительность этого решения в том, что люди, ни дня не воевавшие за свою страну, обкрадывающие и презирающие свой народ, совершают акт предательства от имени народа. Я бы мог сравнить это предательство с тем, что сделала украинская власть ядерным оружием, лишив Украину защиты от ее извечного врага. Сегодня выдача добровольцев, проливавших за нее кровь и отдавших жизни, лишит Украину чести и достоинства перед всем миром, а это гораздо хуже. Так вот, украинская власть, уже запятнавшая себя позором предательства и выдавшая бойца батальона Тимура Тумгоева, объяснив это устами Луценко и Енина, что, мол, биллинг его телефона был 30 километров от линии фронта. Если бы Тумгоев и другие украинские солдаты и офицеры были бы полуумными, как Луценко и Енин, то войну проиграли бы в 2014 году, потому как ФСБ России получила бы бесценные источники информации из трофейных телефонов. Тимур Тумгоев был хороший солдат и прошел через страшные пытки и издевательства, и вряд ли выйдет живым на свободу через 18 лет, данных ему судом России. Ведь он мог и не попасть в тюрьму. Ему надо было стать Луценко или Ениным и начать сотрудничать с российской пропагандой и петь об исламских террористах, которые воюют за Украину, и все. Кадыров бы объявил его своим агентом и наградил бы джипом, должностью, деньгами. Но он Тумгоев, а не Енин и Луценко. Он выбрал честь и достоинство, а не измену и мерзость. А передавшие его на границе украинские гиены отдали ФСБ его удостоверение бойца батальона, потому что эти гиены хотели по приказу Луценко или Енина не дать Тумгоеву ни одного шанса. Но это были цветочки. Зеленский решил переплюнуть своего предшественника в прыжке и сдает русским батальон имени шейха Мансура, начальника штаба и юриста. По слухам, Аваков, Баканов вовсю готовят информационное обоснование, мол, они все бандиты и террористы, и нечего тут устраивать отстойник криминала. Возникает вопрос, тогда какие к черту санкции? Их нужно сажать в тюрьму, и не так ли? Но дело в том, что Муслиму Чебырлоевскому, чеченцу, командиру батальона, можно пришить убийство Гейдриха, потопление Титаника, но не криминал, потому как он человек кристально чистой репутации, какой нет ни у одного политика в Украине. И знаете, что пропутинские наглецы уже опубликовали статью с такого рода содержанием? Потому что между этой властью и с их Портновыми, Татаровыми, Ермаками и путинскими наглецами нет разницы. Одна банда. Ну и это не все. На каждого украинского комбрига, офицера, сержанта, волонтера в России заведено уголовное дело. На каждого. Каждый солдат, ветеран, да и просто проукраинский гражданин есть в списках ФСБ и ГРУ. Каждый. В ваших городах ватники регулярно обновляют и дополняют списки всех вышеперечисленных. Когда Путин потянул свою орду к границам, эти гиены ходили по улицам и записывали номера машин, в салонах которых были просто украинские флажки. Это измена, масштаб которой представить даже сложно. Сегодня выдают чеченцев, а завтра выдадут всех тех, кого пожелает Путин. Не надо думать, что вас защитит Конституция, закон или гражданство. Нет, не защитит. Потому что если Зеленскому и компания предложат деньги, как за чеченцев или же за горловку, то он для рейтинга перед выборами сдаст всех. А Аваков с Бакановым напишут, что майор, полковник, генерал ВСУ были террористами, предателями, убили тещу в подъезде и в Сибирь им дорога. Не бывает чуть-чуть предательства.
Не дайте себя обмануть, не дайте свершиться акту предательства. Не повторяйте ошибок Украины 1918-1919 годов, ошибок Чечни 90-х и 2000-х, когда мы не справились с предателями. Не дайте себя расколоть и предать. Будьте едины перед всеми угрозами. У вас нет другой родины, и никому вы не нужны. Кроме этой земли, уж мы-то знаем, о чем говорим. Это ваша страна, ваша земля, ваш язык, ваша вышиванка, а не косоворотка. Помните, что внутренние враги гораздо страшнее внешних. Храни нас Бог, украинцы. Слава Украине!